партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел очередную акцию с сожжением экземпляра Корана. На этот раз у здания посольства Турции в Копенгагене. Радикал сжег священную книгу мусульман под охраной многочисленных сотрудников полиции. Перед приездом Палудана на место провокации полиция оттеснила собравшихся здесь представителей турецкой общины и выстроила защитный кордон. Однако турки не оставили этот шаг безответным и на всю громкость включили марш Мехтера, гимн Османской империи, заглушавший все, что пытался говорить в рупор Палудан. Стоит отметить, что во время проведения антиисламской акции датские правоохранители крайне вежливо общались с радикалом. В то же время они строго предупредили журналистов и членов турецкой общины, чтобы те оставались на своих местах и не мешали проведению акции. В комментариях шведским СМИ Палудан ранее заявил, что собирается каждую пятницу сжечь Коран перед посольством Турции, пока страна не прекратит блокировать вступление Швеции в НАТО. В минувшие выходные аналогичную акцию Палудан провел под посольством Турции в Стокгольме, из-за чего Анкара вызвала посла Швеции. Этот инцидент, в дополнение к предыдущим антитурецким акциям, еще больше осложнил отношения между Швецией и Турцией и угрожает отложить ратификацию вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Согласно последним сообщениям, президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган предупредил Швецию, что ее может повергнуть в шок предстоящее решение Анкары по заявке Финляндии в НАТО. Напомним, что между Турцией, Швецией и Финляндией было заключено трехстороннее соглашение, согласно которому кандидаты в члены НАТО, Швеция и Финляндия, должны были выполнить требования Анкары по выдаче лиц, подозреваемых в терроризме. Однако вместо этого Швеция одобрила акцию по сожжению Корана перед посольством Турции в Стокгольме, оправдывая этот шаг выражением так называемой свободы слова. Судя по заявлению Эрдогана, Турция собирается шокировать Швецию односторонним одобрением заявки Финляндии по вступлению ее в Североатлантический альянс НАТО.